какую-то определенную этническую группу многонационального абхазского народа. А это именно так и происходит. Людей просто подставили. Им внушили определенную информацию, привели к определенным выводам и таким образом использовали их для достижения своих конкретных политических, экономических и финансовых интересов. Это недопустимо. Такое быть не должно, и мы знаем, мы уверены, что мы уже общаемся с людьми, нам рассказывают о том, с какой пропагандой к ним приезжали. Некоторым людям угрожали. Нам и вам известны факты, когда глава, к примеру, глава Гагарского района прибегал к конкретным действиям насильственного характера. Вот зафиксирован факт, как в Гагарском районе избили одного русского парня просто за то, что он голосовал или поддерживал не того кандидата. Все это происходило с участием главы Гагарского района. Вот на днях произошел еще один инцидент. Избили одного парня армянской национальности только за то, что он не подчинился воле и не проголосовал, не поддержал одного из кандидатов. Это, конечно, все тревожно и недопустимо. Такие вещи в Абхазии, тем более у нас демократическое общество. Каждый гражданин Абхазии имеет право определять свою судьбу сам. И в совокупности мы все имеем право определять судьбу своего народа и своего государства сами. И вот этого права никто нас лишить не может и не имеет права. Вот в двух словах, что я хотел вначале сказать. Есть ряд вопросов уже точечных, которые мы можем обсудить с вами в ходе ваших вопросов-ответов. Если хотите, я сам эти вопросы озвучу. Как построить работу? Есть вопросы. Да. Артем Ильич, как вы планируете выстроить свою работу вот конкретно с этой этнической группой? Вы говорите, что на них оказывалось давление. А как вы планируете противодействовать этому давлению? Или проводите ли вы какие-то, будут ли у вас выезды в эти районы? Будете ли вы встречаться? Как вы планируете изменить эту ситуацию? Вы говорите, мы надеемся, что она изменится, но вы же тоже должны что-то сделать для этого. Вот ваши действия. Естественно, мы сейчас уже, наши ребята, как активисты, представители наших штабов общаются на местах, доводят информацию, открыто говорят о том, что их подставили. А, к сожалению, если говорить о армянской части населения, то глава армянской общины на территории Абхазии не находится, нет возможности с ним связаться. Я знаю, что и ветераны, и люди старшего поколения пытались с ним связаться, встретиться, обсудить и выяснить, почему так получилось, что поставили наших граждан, внедрили им этот нарратив о том, что вот такая вот ситуация. Но, к сожалению, по всей видимости, у него какие-то более важные дела за пределами Абхазии, пока его в Абхазии нет. Но, тем не менее, есть представители армянской общины, есть на местах люди. Мы общаемся, доводим информацию. Еще раз говорю, мы доводим информацию о том, что их использовали, их подставили таким образом. Если разложить всю картину по итогам первого тура голосования, конечно, надо отметить следующий фактор. Если условно показатель, вот город-герой Тпарчал поддержал нашу команду, Гудаутский район. Хочу вам сказать, что в Гудаутском районе выходцами которого является Адгур Амиран Чарзенба и Бадра Зуравович Гумба. Бадра Зуравович Гумба не получил там поддержку. Тоже о чем-то говорит. Но в общем итоге голосования, если приводить уже голую статистику, определенный перевес получился как раз из-за того, что вот эту часть нашего населения ввели в заблуждение. Вот что произошло. И эту информацию до них доводят люди, и очень многие, кстати, говорят о том, что нас ввели в заблуждение, мы не знали, что это так, нам рассказывали, что здесь турецкие какие-то силы и так далее, конкретные фамилии называют, кто это делал. Ну, в рамках правового поля все это должно быть расследовано, потому что это манипуляция общественным сознанием в интересах непонятно кого, каких групп олигархических и так далее. Это прямое вмешательство в выборный процесс силами, которые имеют прямой экономический интерес в Абхазии. Наша с вами задача
заниматься обсуждением предвыборной программы. Ну, до сегодняшнего дня нам неизвестно, с какой программой идет кандидат в президенты Бадр Абумов. Ни один тезис этой программы мы не услышали, кроме того, как вот тестовый полет самолета, там, раздавали автобусы, кареты скорой помощи и так далее. И были там тезисы о том, что надо поднять зарплату до 45 тысяч рублей. Я лично спрашивал, а из каких источников вы собираетесь это делать? Ну, мы обратимся к Российской Федерации для того, чтобы они нам помогли и так далее. То есть, ну, я задал встречный вопрос, а почему вы за 5 лет не обратились и не решили эти вопросы? Вы же 5 лет были у власти. То есть, вот такая несвязанная и с отсутствием какой-либо логики, если это назвать программой, это не программа. Мы с вами должны обсуждать то, что улучшит жизнь наших граждан завтра. Вот этот 5-летний период прошел под большим знаком сдачи национальных интересов. То есть интересы граждан Абхазии были отодвинуты в сторону, обсуждались вопросы разного рода крупных инвестиционных проектов, хотя и здесь есть конкретные экономические показатели, которые говорят об обратном. Ведь есть официальная статистика. Государственное управление статистики дает информацию о том, что с 2020 по 2024 включительно количество рабочих мест, занятых в экономике во всех отраслях, сократилось почти на 2000 человек. Численность населения в Абхазии сократилась тоже практически на 2000 человек. То есть, и вот эта заявленная якобы политика о том, что мы создаем новые рабочие места, привлекаем инвестиции, по факту она привела к обратному результату. Это тоже выдуманная, вся эта как бы надутая история. По факту вот что случилось. Я вам приведу яркий пример. Например, Чернореческое форелевое хозяйство, которое широко обсуждалось в средствах массовой информации. И экс-президент открыто об этом говорил, о том, что там вот, мы привлечем инвестиции, население Абхазии будет обеспечено свежей рыбой, там появится ресторан и так далее. В рамках предвыборной кампании мы посетили это хозяйство. Там ничего нет. Там все заросло сорняками, рыбы нет, хозяйство запущено, все то, что было сделано и сохранено руководителем ныне покойным Рожденом Гумба, это все уничтожено. Если вот такая модель инвестиционной политики, то мы против этого. И вот если возвращаться к программе, то у нашего оппонента нет никакой программы. А мы хотели и хотим обсуждать конкретные вещи. Как выйти из энергетического кризиса, в который завела нас команда экс-руководителей. Как сделать так, чтобы в Абхазии больше рабочих мест появлялось. Не какие-то мифические инвесторы, которые вот на примере Чернореческого форелевого хозяйства показали конкретный результат. А как сделать так, чтобы жители, допустим, Очимчирского района, где меньше экономические показатели, стали лучше жить? Как сделать так, чтобы люди, которые живут сегодня на своей земле, не были вынуждены продавать свою землю каким-то олигархам, а сами на своей земле смогли создать источники дохода? У нас с Алхаз Владимировичем и у всей нашей команды есть конкретные шаги и предложения, в том числе по решению экономической ситуации в Восточной Абхазии и так далее. То есть с этой стороны мы подготовили конкретный пошаговый план действий, в том числе и проект первого указа президента, который определяет основные направления и первые шаги с конкретными сроками. С другой стороны, вместо обсуждения программы и как нам дальше жить, идет массированная атака, грязные технологии, ложь и провокации. И вот наш народ втянули вот в выяснение отношений в рамках той повестки, которую нам навязали. И к большому сожалению, еще раз возвращаюсь к этому вопросу, какая-то часть нашего населения, если по этническому составу говорить,
этому поддалась, их просто подставили. И вот сейчас как раз между первым и вторым туром у нас есть время осознать то, что произошло, и вернуться к обсуждению конкретных пунктов программы кандидатов.